Mucho adaptador. Пока могу. Так, двое есть. Добрый вечер, друзья. Так, добрый вечер. Татьяна Юрченко, добрый вечер. Ну, ходи, пожалуйста. Все равно не уходи. Так, Наталья, добрый вечер. Друзья, я не знаю, о чем будет у нас прямой эфир, так что лучше вы спрашивайте, я буду отвечать. Так, похвала восточная, мир вам. Здравствуйте. Вам тоже здравствуйте. Юлия, Россия, добрый вечер из Москвы. Добрый вечер. Грашка, почему на телефоне не высвечивается? Чего? Чата на телефоне нет. А зачем ты? Не знаю. Так, Халид. Ты что, я, по-моему, да? Добрый вечер. Я очень рад, что у вас есть такой канал. Спасибо. Добрый вечер вам тоже. Я вам тоже благодарна. Не знаю. Я просто не умею же на английском читать, так что не уходи далеко. Надежда Андрющенко, добрый вечер из Украины. Спасибо вам тоже. Добрый вечер. Получается, из Ингушетии вам. Но если будут писать на английском, я не понимаю. Так что не уходи далеко. Ты все-таки у меня директор. Лина, здравствуйте. Приготовь хинкал как-нибудь, если не сложно хинкал. Так, что за хинкал? Добрый вечер, рад вас видеть. Спасибо. Похвала восточная Машала, очень хорошая и добрая женщина. Пусть вас всегда окружают любящие люди. Счастья вам, я вас люблю ради Аллаха. Спасибо большое. Я вас тоже всех люблю и уважаю, друзья. Ой, Людмила Гудковская, наконец-то я попала к вам на эфир. Рада видеть вас, Лила. Директору канала привет. Всех вам благ. Спасибо. Ибрашка, тебе привет. Людмила Гудковская, моя такая, знаете, очень хорошая подписчица, всегда каждый мой ролик комментирует. Я вам очень благодарна, Людмила. Так, Татьяна Юрченко, почему уехали из села, где раньше жили? Сейчас я прочитаю, потом отвечу. Юлия Россия, директор, сегодня покажется в прямом эфире. Нет, куда вы? Он не хочет никогда показываться. Тетя, я сам ингуш, но родился в Англии, но очень рад, что вы показали ингушскую еду. Спасибо. Так, ассаламу алейкум, Лила. А Ибрагим как неожиданно не знал, что у вас прямой эфир? Нет, знал. Алейкум ассалам. Знал, конечно. И без Ибрагима я, в принципе, не умею подготавливаться к прямому эфиру, если честно. Так, Кельгова, да? Елизавета Кельгова, добрый вечер всем. Сейдик Хейл Халила, да. Сейдик Шуна. Добрый вечер, друзья. Так, Галя, ты как Нана, Лила, как здоровье, здоровье, Нань. Галя, добрый вечер. Я в действительности вчера вас вспомнила, почему-то давно нет вас в ленте. Вы мне писали, что вы приболели. Я надеюсь, вам лучше. Маме лучше, уже хорошо. Так, плохо слышно, да? Ибрашка, почему меня плохо слышно? Вроде бы я и наушники одела.
Ибрашка всегда меня ругает. Мама, говори громче, но у меня не получается громче. Нет, у кого-то хорошо слышно, значит, Нормально тебя слышно. да. Халид Бештоев, по-моему, да, Бештоев Халид. Так, Людмила Волкова, у нас в подъезде живут семья из Ингушетии. Я их люблю, молодые, порядочные, добрые. Откуда с Ингушетии? Пахала Восточная. Ибрагим ваш младший, сколько ему лет? Да, Ибрагим младший, ему 18 лет было вот 7 сентября. Галя, ты баркала, все хорошо, уже пошла на поправку, алхамдулилла. Я имела в виду, что для меня было бы неожиданностью. А, поняла, что Ибрашка вышел, да? Ибрагим Миндиев, добрый вечер. Так, ну вот, директор с вами здоровается. Так, вы такая приятная женщина, машаллах, спасибо. Елизавета Кельгова, какая же ты приятная, машаллах. Ой, вы сейчас меня точно засмущаете. Спасибо, друзья. Так, Марина Астафьева. Лила, здравствуйте. Всему чату привет. Здравствуйте, Марина. Друзья, я думаю, у меня сегодня новые подписчики, потому что у меня сегодня аж 3 рекламы было, если честно. И все-таки много новеньких, поэтому я приветствую всех вас новых. И специально сделала эфир, чтобы вы как-то более ближе меня узнали, наверное. Так, Ирка Сницеграция, привет, Лила, привет всем в чате. Большое спасибо тебе, Ирина. Это моя, уже можно сказать, подруга, если она согласится с этим, конечно. Так, Германия. Так, Ибрашка, читай. На английском я не почитаю. Как Аишка себя чувствует? Ну, в принципе, как была. Сегодня звонила, дочка говорит, не На лучший. английском что писать? Имя? Да. Так, Ирка Хранц, конечно, подруги. Я этому очень рада, я тоже. Ирина, спасибо. Так, я даже боюсь сказать, вдруг, что я сейчас тебя прорекламирую, это у тебя, как и вчера, произойдет. Если что, друзья, действительно, посмотрите, у Ирки снится Франция, у нее тоже канал, мы с ней вместе участвовали в рекламах, в конкурсах. Мне очень нравится у нее. Если что, зайдите, посмотрите, может и вам понравится. Так, вы так хорошо готовили, показывали лепешки с творогом, а у нас так не бывает. Скажите, что... Почему у вас не бывает? Вот еще несколько раз пусть просмотры сделает, и будут точно так же лепешки. Так, Снится Франция, спасибо большое. Тебе спасибо, Ирина. В действительности я уже глазами Ирины практически каждый день смотрю Францию. Так, наверное, никогда в жизни туда и не попаду. А так у нее очень интересно, в действительности, друзья. Там у нее муж снимает подводные камеры, подводные все эти реалити. Очень красиво, море и город, такой городок очень красивый. Так, Людмила Гудковская, желаю вам как можно больше подписчиков, ждем миллион, не меньше. Ваши видео очень интересные, молодец, здоровья вам и вашим близким. Огромное вам спасибо, Людмила. Ну, значит, планку вы мне на миллион поставили, будем идти к этой планке, я надеюсь, вместе с вами. Так, Ирина, значит, рада показывать, спасибо. Действительно, Ира, я не лукавлю, действительно, мне интересны твои ролики, мне интересно смотреть. Я просматриваю с начала до конца твои ролики. И бывает очень интересно. Потому что я, в принципе, ну, была зимой, но так летом так не была на море. Мне очень нравится море, вода, особенно вот когда вот прозрачная вода, все красиво, видно. Так что, Ирина, дерзай. Так, Диана, здоровья вам, благополучия во всем, уважаемая Лила. Спасибо вам тоже, всем моим подписчикам. И здоровья, и удачи, и всего хорошего.
Я вам очень рада, в действительности, вы мне очень помогаете. И уже даже вот, что бы я ни делала, мне всегда почему-то хочется уже снять и показать. Так, так, Соня Албакова. Да ты даже в Москву не можешь приехать. Куда ты там во Францию? Так, это жена моего брата. Да уж, и в Москву не могу приехать. Ты права, Сонечка. Узнала о вашем канале только сегодня от Виктории. Посмотрела и очень понравилось. Подписалась. Спасибо большое вам. Я очень рада. Особенно. Так, Сердик Хелл, давайте смотрим вас с Казахстана. Шунхел, Сердик. Диария Слушна, большое спасибо. Вам тоже добрый вечер. Я сразу перевожу, чтобы вы поняли, о чем мы. Со мной поздоровались. Ну, получается, мои соотечественники из Казахстана. Так, Эсет Ингушка, доброго вечера всем. Сердик Хелл, Галила Шун Масняра. Дал Сердик Шуна Юэль, Эсет, доброго вечера. Эсет тоже поздоровалась на нашем ингушском. Так, очень интересен стал ваш канал, потому что кроме кулинарии показывают свои обычаи, это очень интересно. Спасибо вам большое. Вообще-то я когда и начинала канал, я вообще не думала, что в принципе буду как-то, ну так, показывать кулинарию. Ну так получилось. Куаза и Хава, вы яйца продаете? Ответьте, пожалуйста. Хава, я тебе ответила, тебе, вам, извини, конечно, я знаю. Ответила, яйца перепелиные продаю, других у меня просто нет. Я же написала, неужели? Не это самое, не, не прошло. Но я ответила сразу же, что... Ну, не сразу же, потому что я была занята, открыла только вечером YouTube. Как только я прочитала, я, Хава, вам ответила, что перепелиные яйца у меня есть. Как раз у меня сейчас снимается ролик. Что это такое, Ибрагим Индиев? Это тебе 20 рублей. А? Это тебе 20 рублей. Ты что ли? Класс Гамбурга. Так, Германия. Так, я неправильно прочитаю. Еще не вечер. Начнем с Франции. Зайдешь к моей сестре в Германию, она привезет тебя к нам в Норвегию. Иншалла. Ух ты. Хорошо. Так, Лиана Волгоград, здравствуйте, Лилушка, здравствуйте, здравствуйте, Лиана, здравствуйте, моя дорогая. Так, Ясет Ибрашка, привет тебе. Так, небольшой подгон Ибрашка, да. Ибрашка в своем репертуаре все время шутит. Так, Лейла, в жизни все бывает, поэтому я исключаю, что ты когда-нибудь, а, мы мы надеемся, в ближайшем будущем сможешь приехать в гости во Францию. Николай. Так, Николай, как я поняла, по-моему, Николай муж Ирины, да? Если нет, Ирина, подпишись мне, пожалуйста. Ага, ну да, уже поняла. Я поймаю самого большого осьминога, Ирина его приготовит. Ой, Николай, только не осьминога. Если не любишь осьминога, поймаю большую рыбу, пожалуйста, в любом виде, любую, но только не осьминога. А я ел осьминог. Ага. А я ел осьминог. Ты ел, но я бы не смогла ее съесть. И дочка моя их любит, старшая, покупает часто и ест, но нет, я не осилю. Так, Лиана, Ибрагим, персональный салам. Ибрагим, отвечай. Если честно, я даже перепелок не могу. Вот не могу себя заставить съесть перепелиное мясо. Николай, договорились. Хорошо. Так, это ты у меня пишешь, да? Пиши от себя, почему у меня. Чтобы выделялось. М? Чтобы выделялось. Угу. Юлия, Ибрагим, скажи что-нибудь, например, за кадром, если не хочешь показываться. Ну, Ибрагим, хоть поздоровайся тогда с людьми. Добрый вечер, всем приятного просмотра. Ляна, как у вас погода? Погода шикарная, Лянка, в действительности. И не жарко, так как летом. Очень такая погода, очень хорошая.
Так, Иркисница, а где сам? Сам не хочет появляться. У нас бабье лето, наверное. Ну, в принципе, у нас еще нет бабьего лета. Бабье лето еще должно быть у нас в октябре только, но очень хорошо. Это сын, да, это сын. Поэтому ты так ярче лила, да. Ага, Ташина семейка, добрый вечер. Ой, Наталья, добрый вечер. Спасибо тебе, что присоединилась. Вы где живете? Я живу в Кантышево, если это будет понятно. А так Ингушетия, село Кантышево. Ой, Хадижа, добрый вечер. Тебе тоже. Спасибо, что тоже зашла ко мне. Женщина с претензией. Так, Иркисница, она что же не любит в камеру показываться? Да, не, по-моему, все не любят в камеру показываться. Так, Ляна, когда в Москву поедешь? Тебя в гости перехвачу обязательно. Так, Ташина семейка здоровается с Хадижей. Я здесь. Добрый вечер. Людмила Гудковская. Ибрагим молодец, скромный парень. Юморной такой, особенно когда показывает шторку, которую сжег. Да уж. Такое у Ибрагима частенько происходит. Так, я Ингушка Мерчёрха. Хадижа, женщина с претензией. Натюсь, приветик. Лян, Кавагат. Я люблю в камеру показываться. Я не люблю, если честно. Вот потихонечку привыкаю. Так. Ой, Брашка, я, по-моему, пропускаю. Я тоже не ем перепелку, а вот перепелиное яйцо очень полезно. Я все время делаю коктейли из них для сына. Для детей очень полезно. Но у меня старший сын все время тоже делает эти коктейли, пьет их и ест этих перепелок. Это вот именно его стихия, я не знаю, и разводит их, и ест. Так, Наталья Лорен. Здравствуйте, Лила. Интересно вас смотреть любые видео и про кулинарию, и про ваши обычаи, как ведете домашнее хозяйство. Желаю вам успехов. Спасибо огромное, Наталья. Вам тоже всем успехов. Так, как мамино варенье таскать, ты мастер, Ибрашка, а как в кадр, так слабо тебе. Вот из-за того, что у меня понатаскала это варенье, сегодня купила еще малину и сварила варенье. Моя жизнь в Ингушетии. Седик Хейл. Ходишь душу. Все нормально, Шина Хейл Седик. Так, моя жизнь в Ингушетии тоже молодой, совсем молодой канал, друзья, так что заходите и к ней. Так, Халид Бештоев, все самого лучшего вам и вашей семье. Большое спасибо тебе тоже, Халид. Я надеюсь, ты будешь нас смотреть. Так, Ибрагим Миндиев, так я есть видео в одном, и того хватает. Ну, прям будут тебе искать твое видео, какая ты у нас звезда, а? Моя жизнь в Ингушетии, Дарья Исхайлхан, Иша Баркова. Так, Садакат Абдулаева. Привет, Лила, как у вас дела? По нации, кто вы, сколько лет вам? Так, добрый день, Садакат. Я ингушка, мне 53 года. Дела нормально. Так, комментирую, это я что-то плохо вижу сегодня. Рамзан Бедиев, добрый вечер, дорогая Лила. Я тоже присоединилась к вам. А сколько лет твоему братушку? Я тоже живу с младшим сыном. Моему Юрашке 18 лет, но я пока живу со своими 3 сыновьями, получается. Просто мои 2 сына, двоих сыновей нет дома, они на заработках. Один в Москве, другой в Самаре. Так, Аушев Исмаил, получается, по-моему. Очень приятно вас смотреть. Здоровья вам и вашей семье. Успехов во всем. Спасибо огромное, Исмаил. Так, Лианка, Лейла с закрутками сезон закрыла. Куда там? Только идет процесс. Ой, хорошо, Лиана напомнила. Ибрашка, у меня директор будет по совместительству сегодня и повар. Иди и помешай аджику. Есть, мам. А? Есть, мам. И возвращайся быстро. Так, я сет Ингушка, Лейла, приготовь как-нибудь с чурек. Хотелось бы посмотреть, как ты готовишь и кадр. Хорошо. Единственное, сегодня меня попросили друзья, чтобы я приготовила халву из кукурузной муки, но я ее никогда в жизни не готовила и не смогу. Я, наверное, если согласится приехать моя заловка, приглашу ее, и она ее сделает. Она делает ее очень вкусно. И я никогда в жизни не делала. Ну, я не помню, какой меня из подписчиков просил это сделать, но просили. Ляна Волгоград, у меня супруг самарский. Ой,
круто. Так, Садакат Абдулаева, спасибо за ответ, очень приятно, классно выглядите, спасибо. Ляна Волгоград, аджику делаешь? Да, в принципе, я уже сделала аджику, но меня попросили ее сделать еще раз на кадр, как говорится. И вот она сейчас идет в процессе варки. Халид Бештоев, мы в гости собираемся в зимой в Ингушетию. Халид, обязательно заезжайте к нам. У меня есть сыновья, так что познакомимся и покажем вас тоже, если вы согласитесь. Анна Велицкая, добрый вечер. Наконец-то я закрутила огурцы сегодня. Все 22 банки. Удачи твоему каналу. Огромное спасибо. Чтобы вы эти огурцы ели. И на ингушском бы я это сказала ну как-то более, не знаю, как это сказать на русском, но чтобы все ваши родственники были живы-здоровы и ели эти огурцы. Так. Эсит Ингушка, ой, как вкусно халва из кукурузной муки, я тоже не умею, но кушать люблю. Если честно, я и кушать не люблю. Может быть, поэтому и не научилась готовить. Не люблю я ее. Ассаламу алейкум, Сердик Хелха. Сердик Хелшин Лейла, очень рада попасть на ваш эфир. Полюбила вас очень. Да, Люахиха, Мяш, берегите себя. Так, валейкум ассалам. Шунахил Сердик. Переведу, она просто поздоровалась со мной, а остальное уже на русском. Я тоже очень рада вам всем, друзья. Так, Раиса Хатуева, по-моему, да? Удачи вам во всем. Спасибо огромное. Спасибо вам тоже всем удачи. Анна Велицкая, я понимаю ингушский язык и чеченский. Ой, круто. Ляна Волгоград, зимой можно на дегустацию твоих закруток приехать. Конечно, Лян, ты что спрашиваешь? Нужно. Тем более, если у меня не будет моих пацанов дома, то их есть некому будет. И Аляна, да, огурчики тлейки зимой. Приезжайте, друзья, девочки. Гушбан тут закрутим. Ну и вражка в своем репертуаре. Ой, Фатима Шакри, Лейла, привет, я так рада тебя видеть. Спасибо, Фатимочка. Это моя подписчица. В принципе, мы живем с ней недалеко. Но познакомились только через YouTube. Женщина с претензией. Велицкая стикер, привет. Так, между прочим, Хадижа, подписчики, которые пришли от тебя, очень активные и в действительности очень, ну, я не хочу сейчас никого обидеть, все у меня и активные, и хорошие. Так, Халид Бештоев, спасибо вам, тетя, за приглашение. Если как-нибудь приеду, я обязательно приеду к вам. Я ловлю на слове, так что ты уже сказал, ну, извини, что на ты, обязательно, чтобы ты приехал к нам. Так, Николай, я совсем забыл про чуреки. 100 лет не ел с тех пор, как с Грозного уехал. Сейчас бы с удовольствием поел. И еще хочу домашнего молока. Тогда, Николай, давайте вместе с Ириной к нам. Анна Велицкая. Привет, моя родная Хадижа. Ну, Анна Велицкая тоже моя преданная подписчица. Женщина с претензией. Да, Лелушка, они у меня умнички. Да, Хадижа. Что есть, то есть. Так, Лианка, Николай, приезжайте на мои чебуреки. Ляна, ты тут не перенимай, не переманивай, вернее. Люди ко мне собираются. Лянка. Так, Иркисница, девочки, лайки ставим. Иркисница и мальчики тоже. Женщина с претензией, люблю своих девочек безумно. Я тоже всех своих подписчиков, если честно, безумно уже, не знаю, сказать влюбилась, не знаю, но безумно всех уважаю. Сегодня в ролике сказала, что я вас всех люблю, а потом думаю, может быть, я неправильно это сказала в моем возрасте, говорить, что всех люблю. Но все-таки это сказано, ролик пошел, но всех в действительности люблю как своих подписчиков, всех уважаю. И мне очень приятно читать все комментарии, которые мне пишут. Так, Ляна. Хадя, ты меня имеешь в виду? Так, и в Киснице Франции. Ляна, сначала рецепт покажи во влоге, как печешь. Так, Иркисина, так, женщина с претензией. Я тоже люблю и девочек, и мальчиков. Так, да, и тебя тоже, и твои чебуреки, Лиана, женщина с претензией пишет. Так, хорошо, девочки.
Женщина с претензией Лева. Никогда не нужно судиться слово о любви, неважно кому. Ну, не знаю, Хадишка. Привет из Латвии. Добрый вечер, Валентина. Сирина, по-моему, если я правильно прочитала. Спасибо, что вы со мной, Валентина. Иркис, Франция. Лела, какая ты все-таки красивая женщина. Ой, уверена, что сын за кадром тоже симпатичный. За кадром на меня не похож. Пошли цитаты. Что за цитаты? Так, Халид Бештоев. Тетя, доброй ночи вам. Тебе тоже, Халид. Спасибо, что был с нами. Анна Велицкая. Хадижа, да, правильно, любовь, она такая. Лянка, Лейла. А я, наоборот, считаю, что мы в своем возрасте имеем право говорить, что люблю, и даже дать направление послать, так сказать. Но не знаю. Лянка, у нас менталитеты с тобой разные. Я много чего не могу, что можешь ты. Женщина с претензией. Говорите всем о любви, неизвестно, сколько вам осталось осталось этой жизни. Да уж. Так, Валентина Сирина. Шириня, что ли, я не поняла. Светлана Михайловна, добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Светлана. Ибрагим Медиев, люди, я вас люблю. Ну ты умник. Ибрагим вчера сидит постоянно, не вчера, ребята, смотрите, 43 человека, а лайков только 20. Спасибо, Ирка. Так, Анна Велицкая, Ибрагим, мы тебя любим. Поставим лайки, и Леле приятно, и нам плюс в карму. Спасибо, Ирина. Похвала сочная. Мы тоже тебя, Ибрагим, и твою маму, и всех любим. Да? Ну, спасибо. Лиана, Ибрашка, мы тебя тоже. Людмила Череповская, да? Добрый вечер, Людмила. Вчера сидит, обнимает кота, он очень любит кота, целует его. Я говорю, ну вот кота-то целуешь, меня-то ни разу не поцеловал. И потом через какое-то время, ну, я уже забыла о том, что сказала. Раз, и он меня целует. Я говорю, что это такое? Ну, ты же говорила, что тебя не целуют. А потом сегодня объелся чеснока и пошел опять меня целовать. Так, Ибрашка, извини, но сначала мамулю твою любим, потом, конечно, тебя как сыночка. Спасибо, Ира. Так что у меня Ибрашка еще тот приколист. Так, Шторм 06. Кстати, кота в студию. Так, вот Шторм 06 тоже у меня такой, знаете, такой, я, если честно, не знаю, он или она, скорее всего, она, по-моему, тоже преданная моя подписчица и всегда в комментариях бывает. Пахлава восточная. Ибрашка добрый парень, видимо, Ибрагим Медиев. Не прощу. Кот сейчас будет. Так, хороший какой. Так приятно, когда взрослые дети маму целуют. Я чего-то тортик сыну испекла, он пришел и руки мне поцеловал. Как приятно было, а ведь уже взрослый. Да, конечно, приятно. Анна. Ну, просто они взрослые, в принципе, стыдятся, чтобы, ну, или их целовали, или мы их, или они нас целовали. Поэтому, ну, все равно приятно. Где кот? Ну, они там на кухне чай пьют. Сейчас придет. Мы без кота, в принципе, не ужинаем, не обедаем, вообще за стол не садимся. Он у нас первый садится. Так, я сегодня подписалась, Валентина Сирина, ага, на ваш канал, и думаю, не зря. Посмотрела уже несколько эфиров, аж не оторваться. Желаю вам здоровья и благополучия, а также процветания канала. Спасибо огромное, Валентина. Ибрашка юморист, да. Ждем котенка. Да там, где котенка, уже старый кот. Да, это мальчик мой аккаунт дурацкий сделал. Я Ингушка из Сунжа. Ой, ну что Ингушка я примерно знала, да. И вот и вам кот мой старенький. Моська. Ну давай теперь ложись.
Все, пошли здороваться. Это наш ритуал. Так, Иркисница. Не пожалеете, у Лейла очень добрый канал Валентине. Да, спасибо, Ирина. Анна Велицкая красавица. Моська, ну давай ты куда-нибудь сядешь. Ой, мамочки. Кот и серебряшки. Не забываем ставить лайки. Вот никакой. Моська, он, правда, сейчас некрасивый, старенький, но был Какой хороший. некрасивый. Он обычно, когда подходит ко мне, я его не ласкаю, и Брашка говорит, ну, мама, ну приласкаешь же ты его. Уйди. Так. Анна Велицкая. Моська, давай ты ляжешь, а? Давай. Вот, давай ложись. Я новенькая, Зайнаб. Спасибо, Зайнаб. Я надеюсь, ты останешься с нами и будешь скоро старенькая. Ляна, Лейла, чем кормите кота? У нас, сволочь, только сухой корм, и то не все. Наш кот ест все подряд. Так, сегодня посмотрела пару ваших роликов. Так, Валентина Ширина, какой красавец. У меня кошка и 3 котенка. Фатима Шакриева, у нас кот, зовут Васька. Лянка, хочешь, отправлю нашего кота? Давай одним больше, одним меньше. У нас их знаешь сколько? Пахлава восточная. Сколько лет котику? 7, по-моему, да, Ибрашка? А? Почти 9. Почти 9 даже? 9. Так, Аюб Картоева, ассаламу алейкум, Лила. Очень приятно вас видеть. Аллаху ахтабах колбха. Так, валейкум ассалам. Спасибо большое. Ну, она сказала, Аллаху ахтабах колбха, это значит, ну, типа процветание, чтобы у меня было все хорошо. Дословно я не перевела. Так, Зейнаб, как я поняла, у вас 5 детей, да? 3 сына и 2 дочки. Да, у меня 3 сына и 2 дочки. И моська. Наглая морда. Мне нормально слышно. Так, Иркисница. Лян, отправь, у нас по улице мне ходят и все чипированные. Как зовут кота? Моська. У нас все коты, вот сколько себя помню, моськи. Масяськин, да? Ну, да. Уменьшительно ласкательное Масяськин. Так, ну, теперь рука Ибрашки в кадр войдет. Я буду ходить. Да. Так, Ибрашка. Я плохо вижу. Подожди. Не знаю, очки новые, что ли, я не могу. Сломала позавчера очки. Наступила на свои очки. Хоть руки увидели, я купила новые, но они как-то это, не знаю, не подходят мне, что ли. Браш, ну убери его, хватит. Опа. Ты в кадр попал. Все, убирай эфир. Ты сейчас еще раз попал. Это было паспорт. Лейла, судя по виду вашего кота, ему живется замечательно. Просьба, возьми меня вместо кота. Да, коту живется неплохо, особенно когда и Брашка рядом. О, и Брашка, видишь, тебя уже увидели. Так что тебя моська сдал. Что ты там смеешься? Так, Светик Хелга от Албаковых соседей. Что нахрен Светик Албаковые соседи? Лиза, что ли? Это был не я. Так, моя жизнь, пишите, мало что-то людей. Нет, не мало. Почему мало? 51 человек.
По-моему, у меня больше и не было раньше. Ибрашка, у меня было раньше много? 80? Ну ничего, я ж... Анна Велицкая ужинает. Ну, наверное. У нас еще большая разница во времени с некоторыми подписчиками, так что большинство не бывает в это время, а пораньше у меня не получается. Так, расскажите что-нибудь интересное. Людмила Черпеевская, кот тоже на натуральных продуктах живет. Да, Людмила Гудковская. Мы уже несколько раз видели Ибрагима на видео, а сегодня даже несколько раз. Так что сегодня спалился ты, Ибрагим. А что интересно рассказать? Вы просто спросите, я отвечу. А так как-то я даже не знаю, что ты спросил. М? Я не вижу. Но я это рассказывала, уже неинтересно. Как я палец сломала об бедро. Вот как, такой же, как ты, довел меня, что я сломала этот палец. Так. Моя жизнь Ингушетии. Амина, что-то ты, по-моему, ничего не выпускаешь. Снимай ролики. Наталья Ролан, да, у нас в Алматы время 23:37. Ну да, я поэтому говорю много. Обычно говорят, что вот разница во времени и не знали, что есть эфир. Я тоже закрутила аджику только что. Ой, извиняюсь, Фатима, ешьте на здоровье. Так, Ирина Шевелева, как внученька себя чувствует? А, Ну, сегодня звонила, вроде бы как была, так и есть. Она говорит, ничего, не лучше и не хуже. Так же сопливит, кашляет. Она вообще слабенький такой ребенок, хотя и почти до 2 лет была грудничком, а, но часто болеет и не любит пить лекарства. Так, моя жизнь, говорит, я сегодня выписалась в больнице. Ты, по-моему, с мальчиком лежала, да, Нина? Да, Маша, вот, здоровья твоему ребенку. Жаль, старших братьев нет дома, познакомились бы. Старшие бы вообще не показались, если честно. Так, Иркизница, Франция. Лейла, а сколько человек у вас в селе живет? И далеко ли вы от Назрани? Ой, село большое, вот сколько человек, я не смогу, Ира, тебе сказать, я даже не интересовалась, но поинтересуюсь. Нет, мы от Назрани, если ехать на машине, минут 15. Вот в километрах я точно тоже не знаю. Ой, с 2 детьми даже лежала в больнице. Да, Маша, вот, а что с ними так? Ну, здоровья им. Ирке снится, как маме здоровье. Маме тут хорошо уже. Очень хорошо себя уже чувствует. Просто так привередничает с едой. Не хочет картошку, не хочет то, не хочет это. Не хочет вообще мясо есть. Так, капризничает немножечко. Ну так, стараюсь. Подстраиваюсь под нее, которую то, что ей нужно. Так, спасибо, Иришка, да, моя жизнь, все здоровья вашим деткам и вам. Сколько вас в семье одеться, какой вы были до замужества, сколько вышли замуж и какой совет вы могли бы дать нашим девушкам, которым предстоит выйти замуж в будущем. Так, сейчас, минутку, расскажите какую-нибудь маленькую историю своей жизни. Так, Рая Лила Салам из Казахстана, сама Албакова, это не мои родственники, твои соседи. Не поняла. У меня один ребенок инвалид, был с ним лежал в больнице. Мама в таком возрасте любит покапризничать. Да, но в принципе она нет, но вот как только заболела, сильно капризничает. Так, теперь отвечу. Данера, по-моему, сколько вас в семье? Дяца это значит в моей семье, не в семье мужа. И какой вы были до замужества? Так, во сколько вышли замуж? Какой я была до замужества? До замужества я была, ну, если меня спросить, я была очень скромной, но меня считали почему-то горделивой. В семье нас 4, 2 брата и 2 сестры. Замуж вышла в 19 лет. Ну, знаете, как-то спонтанно получилось. Не собиралась, если честно. Но так вышло.
А, Я была очень стеснительная, и не любила. Ну, у нас как, надо поздороваться, и надо обязательно спросить, как дела, что у вас тут, ну, вот такие вот у нас обычаи. А мне было неудобно это делать. Я здоровалась, а продолжение делать у меня не получалось. Так, Анна Велицкая, да, старики не капризные, у меня дядя тоже капризничает, это не хочу, то не хочу, вот и бегаешь, делаешь то, что он хочет. Дай Аллах маме здоровья, спасибо огромное. Быстро вкусно от Хадижи, Лила. Здравствуйте. Добрый вечер, Хадижа. Спасибо, хорошо. Как ты? И так, я говорила о себе, по-моему, да? Да, и поэтому говорили, что я горделивая, потому что так не общалась. Я тоже 19 лет вышла замуж, 2 вечера как познакомились, на третий вечер решили пожениться, живем уже 30 лет, и так бывает, да, бывает. Я тоже 5 минут только видела своего мужа, ну и так получилось, как говорится. Так, добрый вечер, Лейла. Джон Парк, по-моему, правильно я читаю. Я, наверное, скоро английский выучу. Мадина Седик Хэл Халила. Какие же аппетитные были сегодняшние баклажаны. Так и хотелось их попробовать, Лила. Ты очень вкусно готовишь, молодец. Спасибо, Мадина. Если бы ты знала, как я их вчера еще готовила. Рая Лейла, я имею в виду, что мои родственники, наверное, так, в виду, что мои родственники, наверное, Албаковы. Что это мои родственники, наверное, Албаковы. Может быть. Так, ну еще что? Что, совет какой дать? Совет дать просто, чтобы девочки были скромные, во-первых. Во-вторых, чтобы они уважали родителей мужа по-любому. И по своему опыту, и по опыту того, что у меня тоже была сноха. Не торопиться. Не торопиться, во-первых, не торопиться замужеством. Во-вторых, не торопиться, если вдруг что не так сложилось, как она бы хотела после замужества. Ну, не знаю, и прислушиваться к старшим по-любому. Так, Анна Велицкая, у меня дочка тоже видела 2 раза своего мужа и на третий вышла замуж. Всем счастья девушкам, которые выходят замуж. Да, пусть будут все женщины счастливы. Вкусно, быстро от Хадижи Лейла, очень умная, мудрая женщина. Да ладно тебе, Хадижа. И мудрости, и ума тут не так уж и много. Но все равно спасибо. По-любому молодым девушкам в действительности нужно, если вы уважаете своих родителей, то нужно уважать и родителей мужа. Это мое мнение. Я не могу сказать, что я была тоже такой правильной снохой. Да, сейчас с моего возраста, с моих лет я уже знаю, что я во многих вещах была не права, и мне очень обидно, что нельзя ничего исправить, поэтому... Так, кто мне пирог приготовит, мам? Хворост где мой? Мой брашка, я тебе сделаю. Ты меня все время вот так вот закладываешь. Хворост ты больше, лучше меня можешь готовить, иди готовь. Я тебя тоже сдам. Ну вот такие, не знаю, советы. Ты спрашиваешь, где он лежит? Ну, где у нас крупы стоят, там и лежит. Только тебе, наверное, Ибрагим, придется за маслом сбегать. Затишье, никто ничего не спрашивает. Тогда не буду. И мне, Ибрашка, готовь, пожалуйста, то я не умею. Ой, их готовить уметь не надо, это готовый хворост, Ирина. Кстати, Лейла, сними видео, как Ибрагим готовит хворост. Видео в топ выйдет, уверена. Ну, это не хворост, он готовит. Он готовый хворост просто жарит. А я не хочу замуж по Восточной. Почему ты не хочешь замуж? Это тоже неправильно.
Замуж надо выходить. Вот у меня вот вы такая труженица, когда отдыхаете. А я работаю, тоже отдыхаю, если честно. Иногда устаю, конечно, физически устаю страшно, но когда я вижу, что у меня так все клеится, ладится, я уже отдыхаю. Женить надо и брашку, чтобы маму не доставала. Одинокой девой хотите остаться? Брашка отвечает. Так, Помощникова Наталья. Ой, Наталья, добрый вечер всем. Привет из Казахстана. Спасибо, Наталья, что зашла на огонек, как говорится. Очень нужные советы от мудрой женщины. Дай Аллах вам всех благ. Спасибо. Иркис. Поняла, как кукурузные палочки в пакетах продаются, их в масло готово. Да, да. Я просила в русском магазине, чтобы привезли, а они о нем и не знают. Они часто выручают, если когда вот нужно что-нибудь сладенькое, быстро пожарил, посыпал сахарной пудрой. Масло топленое продаете, и сколько банка? 3 литра. Так, Фатима Шакриева, нам просто очень приятно тебя видеть без вопросов. Ну, просто так сидеть тоже неудобно. Ибрагим Иди, я бы не против, и в очереди просто 2 старших. Ну ты, Ибрагим, ну это я знала, можешь и не говорить. Пахлава восточная, ну не просто потом, когда еще поумнее, побольше, тогда можно замуж. А сейчас не нужно. Ну, если еще молодая, то не торопись, конечно. Так, я не ответила, я прочитала, но не ответила на один вопрос. Не помню теперь, что это было. Блин, такая память у меня. На что я не ответила, друзья, еще раз напишите. Ибрашка, иди на помощь. Я прочитала, но хотела прочитать, а потом ответить. И теперь забыла. Так, когда женится младший, в принципе, все равно. Я не ответила про масло. Все правильно. Вы знаете, пока у меня нет масла, потому что корова практически все лето болеет, и не получается мне для себя даже накопить. А вообще стоит 1600 трехлитровую банку я продавала. Все, я нашла. Память вообще дурацкая. Так, глядишь, и невесту Ибрашки среди подписчиц подберем. Ой, у Ибрашки проблем с невестой, если честно, не будет. За него я не переживаю. Это вот как бы мне старшеньких женить. Это-то я знаю, что не пропадет в этом плане. Я тебе сейчас посвящу. Но старшие двое настолько спокойны. Друзья, в действительности ни одного общения с девочкой до сих пор. Ну, не знаю, что там сейчас у них происходит. А этот целыми днями и ночами только и сидит. То игры играет, то с девочками разговаривает. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, наверное, не знаю. Чего? Я тебе сделаю чего. Ибрагим, ну, нам, наверное, нужно закрыть прямой эфир и сидеть друг с другом разговаривать. Какой целыми днями с девочками. Светлана Михайловна, не свести денег не будет. Да уж, их и так нет. Он нас любит посвистеть. Так. 47 вещей. 1,5 года, как я ни с кем не говорю. Я не собираюсь тебя проверять. Моя любимая Лейла. Фаина. Привет, покажите Ибрагиму, он очень нравится. Но он как-то должен случайно показаться, потому что так выступает, что не хочет, а видите, все равно да нет, да позирует. Пока, мол, я не против, пусть общается. Оставьте меня уже. Ирина Шевелена, лишь бы здоровые были. Да, я, в принципе, не против, что он с девочками общается. Я против каких-то общений его с некоторыми парнями, если честно.
Он это знает с кем. Но вроде бы тоже обещал с ним не общаться, не знаю. Я так, по идее, не проверяю и не проверяла ни девочек, ни мальчиков. Даже если этот телефон лежит, никогда в жизни не посмотрю, не прочитаю, что там и как там. Это его собственность. И очень тоже не хочу, чтобы лезли в мой телефон и в мою жизнь. Ну, как в мою жизнь. Ну, типа мой телефон, чтобы я им, в принципе, всегда доверяла. Хотя, может быть, это с какой-то стороны неправильно проверять тоже нужно. Я погорела на том, что доверяла. Я имею в виду своим детям. Все-таки доверять, но все равно, оказывается, нужно было проверять. И погорела я очень сильно. Где-то, значит, упустила. Хотя все время говорила своим детям, и сейчас говорю, что бы там вы ни делали, что бы там в вашей жизни не случилось, а, сообщайте первое мне. По-любому больше вам никто не поможет. Но все равно, Лила, какой следующий будет рецепт? Так, следующий рецепт. Я как-то еще не думала, но у меня сейчас будет рецепт аджики и лечо завтра, скорее всего, должен выйти. Мухаммед Амин Явлоев, добрый вечер, Лила, добрый вечер. Ирина Шевелева, золотые слова. Но, если честно, действительно я через это прошла. У меня 5 детей. Сколько у вас детей? Медина, Мухаммед Амин Явлоев. И оказывается, полностью доверять тоже нельзя. Да, доверяй, но проверяй. Лила согласна полностью. Ирина. Надо проверять друзей, с кем общаться, не дай Аллах поведет в другую компанию, да. Правильно, Лила, только мама всегда поддержит и все простить сможет. Это точно, это точно. В действительности. Нет, нет, Фаина, сыновья не женаты. Старший был женат, но буквально 2 месяца только они пожили и развелись. Так что пока у меня сыновья не женатые. Но надо женить, но пока в финансовом плане у нас это не получается. Ну, даст Аллах, получится скоро. Потому что время уже проходит, сыновья большие, старших обязательно надо жить, тем более, что младшенький поджимает. Просто сейчас старший тормозит после этого развода, что-то не соглашается пока жениться. Ну, не знаю, хотелось бы. Хотелось бы, пока жива, чтобы они сами определились и жили, чтобы у них было все нормально. Как-то раньше я еще не так не задумывалась об этом, но после операции я много чего переоценила. Аж уже погорел, да. Причем крупно погорел, если честно. Он тяжело это перенес. Мы просто не поняли, хотя я сейчас не буду эту тему поднимать, а то мой средний сын опять будет недоволен. Посмотрим. Значит, просто не та попалась нам. Саша, вот чего ждать, он свое профукал. Ну, средний сын не соглашается все равно жениться, пока не женит старшего. Амин Евлоев. Главное, чтобы не было так, что он последует своим друзьям. Ну, типа, если твои друзья прыгнут из окна, да. Если мои друзья прыгнут из окна, то только если за мной. Сколько сыновьям лет? Наталья Шашурина. Старшему 31, среднему 27 и младшему 18. Да, Валентина Шина, когда у детей все хорошо, тогда и родителям счастья не говорить.
А как погорел, не понимаю. Ну, он женился и развелся через 2 месяца, поэтому он имеет в виду, что он погорел на этом. А, да мне и средний час говорит, сейчас мне тоже жениться уже не так легко, как раньше. Ну, и если бы раньше женился, было бы намного проще. Сейчас не так легко, потому что слишком много знает. Если честно, я очень жалею, что их не женила раньше. Честно. Потому что когда мне средний сын говорил, ну и что ж, что люди живут даже в вагончиках, женятся. Мне хотелось ну, докончить дом, докончить ванну, докончить двор. Все хотелось, чтобы вот до свадьбы было все, как говорится, на моей, все было хорошо. Так, моему сыну 34, не был женат, честно говоря, боюсь, как придет бедные мамы. А дочкам сколько у вас внуков? Есть один любимец, внук или внучка? Так, Махмед Аминевров, как относитесь к тому, чтобы завести вторую жену? Вы бы, например, стерпели еще одну, если бы, в смысле, если бы ко мне, да? В смысле, нет, я бы не смогла, честно говоря. Я бы не смогла. Если бы мой муж хотел жениться второй раз, то ему бы пришлось со мной просто развестись. Я бы не выдержала. Но сейчас я, наверное, это могу сказать, потому что моего мужа нет. Но мой муж бы не женился второй раз, если честно. Так что вот так я прочитала, но не ответила на вопрос. Так. Дочкам сколько? Вот я не ответила. Дочке моей старшей 33 года, младшей 26, по-моему, будет скоро, в ноябре. Да. Любимец, внук или внучка? Ну, в связи с тем, что внучка маленькая, конечно, внучка. Пока любимица, хотя, может быть, мой внук расстроится. Но когда у меня всего 2 внуков, у старшей дочки сын, у младшей дочки дочка. Поэтому просто из-за того, что она маленькая, она, конечно, сейчас любимица. А так, старшего мы тоже любим очень внука. Но он уже почти взрослый, ему 14 лет. Так, Махмед Амин Евлоев, почему? Не знаю почему, но я бы не смогла. Я, как вам сказать, единоличник, что ли, или как-то это. Ну, мое, чужому не отдам. Типа так. Если младший захочет жениться, не отговаривайте. Ну, и брачку, конечно, буду отговаривать, а старших, я не знаю, если второй женится, то пожалуйста. Здравствуйте, Лила, я новичок на вашем канале, это мой первый стрим с вами, вы очень приятная женщина, какое-то материнское тепло и домашним уютом веет от вас. Здоровья вам и вашим близким. Стефания, большое вам спасибо. Так, верно говорите, Ирина. Лила, очень плохо, что ваш муж так рано ушел, и все легло на ваши плечи. Ну, это по воле Аллаха, конечно. Зачем вторая жена? Цените и любите, с которой живете. Аминь Евлоев, младшему подождать придется, да. Ирина Иркисница, так, я бы тоже не смогла потерпеть вторую жену. Мой и только мой, вот именно. Так, Бергман, да, так, я поняла, что у ингушей на очередь не идут. Видит, вижу, зять не совершает дом тестя. Но сейчас нет. А раньше зятья приезжали, но не видится с тещей и тестем, а видится именно с сестрой, если есть у него сестра жены, вот к ним раньше зятья приезжали. Но сейчас этот закон как-то упростили. Зятья приезжают теперь на уразу, на праздники, вот так вот могут приехать. Но опять-таки они не видятся ни с тестем, ни с тещей. Так, Ваина, товарищи, где лайки? Если честно, я не против буду, если даже и брашка женится. Но
Для того, чтобы жениться Ибрашке, Ибрашка должен обеспечивать свою семью. Если сейчас Ибрашка женится, то мне придется обеспечивать их. А я не намерена уже. Я свое, в принципе, отработала. Помогать, да, но тянуть ихнюю семью у меня уже не получится. Так, вы сильная женщина и счастливая у вас только деток, здоровья вам и позитивных эмоций. Спасибо. Ну да, по идее, мое счастье – это мои дети. Я практически, в принципе, и всю жизнь, как только у меня родились мои дети, живу ради детей. Но после того, как я потеряла мужа, тем более я живу ради них. Я много чего положила, чтобы поднять своих детей на ноги. Так, Стефания тоже один раз на стриме. Сегодня первый раз на стриме. Сегодня подписалась, и не зря. Спасибо вам, друзья. Действительно, все новички, которые сегодня подписались, я вам очень рада. Хотя не обижайтесь, мои и прежние подписчики. Я вам всем очень благодарна и рада. Так, Ибрагим Индиев, как будто вы меня отпускаете на работу. Так, ну давай, раз ты поднял эту тему в эфире, чтобы тебе пойти на работу, тебе надо сначала, конечно, выучиться. Чтобы тебе выучиться, надо, как говорит мой второй сын, убрать ураган из своей головы. Тогда, пожалуйста. Инара, отпускаем и с болью в сердце. Если честно, у меня очень большая боль из-за этого Ибрагима. Так, ну это я прочитать не смогу. Лучше я не буду читать. От кого? Лила, ты большая трудяга, удачи тебе и здоровья. Спасибо. Так, здравствуйте, Лила, ваши дети живут отдельно от вас? Нет, мои, дети, девочки, да, а 3 сына просто со мной. Ирина Шевелева, Лила, со своими родными братьями и сестрами встречаетесь? Ну, конечно, встречаюсь. Ну, старший сын у меня живет в Москве, мы очень редко видимся, очень редко. Манты и пельмени будут. Валентина Штырина. Эти манты и пельмени меня уже вторую неделю моя дочь только так и пилит. Сейчас скажу, пока почитаю. Стефания, так, Валентина, я тоже только сегодня пришла с канала Заири. Спасибо, девочки. Татьяна Ануфриева, рада нашему знакомству. Пересмотрела почти все влоги. Вы потрясающая, сильная женщина. Всех благ вашей семье. Спасибо огромное. Ибрагим Миндиев, я за пельмени. Так, я знаю, что Ибрагим Миндиев, да, еще такой любитель пельменей. Так, я только что сказала про пельмени и манты. У меня, я говорила в своих влогах, но кто не видел, не знаю. Я как-то, я работала поваром в кафе. Поработала 2 года, уволилась с работы и решила заниматься лепкой пельменей, мант, из всего, что можно вот сделать заморозки. Стала их делать. Так, а я с канала Вики. Спасибо большое. Передавайте Вике тоже привет от меня. Как раз спрашивала меня сегодня Виктория, как там у вас с подписками. И вот, друзья, что хочу сказать. Я начала этим делом заниматься, потом все-таки вернулась снова в кафе на работу, оставила эти свои дела, хотя мне вторая дочка очень просила: мама, не выходи на работу, продолжай, начинай. У меня уже были заказы, у меня были свои клиенты. И все-таки меня уговорили вернуться на работу, я вернулась, забросила это. И по ходу сразу же подхватила это занятие моя дочь. Она теперь тоже занимается лепкой этих пельменей, вареников, мант, все, что можно за полуфабрикаты. Во-первых, делает, во-вторых, делает заказы на свадьбу, на все эти мероприятия. Так, вы откуда? Вы меня спрашиваете, откуда? Так, у нас корова сбежала. Почему она сбежала? Значит, не привязал. Да, я думаю, нужно потихоньку пересматривать все ваши влоги, чтобы быть в курсе всего и поближе познакомиться. Ну, в принципе, да, наверное, только пересмотрев, можно понять, что и как. Я тебе пошучу, Ибрашка. И вот она уже 2 недели мне каждый день: мама, я не успеваю, мама, я не успеваю, подхвати меня, помоги мне.
Каждый день говорю, вот сегодня это сделаю, завтра обязательно уже начну делать пельмени и манты для тебя. И завтра, следующий день, завтра. Вот так вот уже вторая неделя. Так, Валентина из Москвы. Так, Ирина Шевелева, Лейла, у вас вообще золотые руки. Умница вы, наши и доченьки, и доченька вся вас. Как раз про руки вчера, которые, ну, сегодня у Заиры в кухне говорит, про мои руки мне так неудобно стало, в действительности. Как-то я не задумывалась, надо было мне в перчатках делать, потому что руки у меня страшные, если честно. Так, кто-то удалил сообщение, но я его не прочитала. Медина, так. Валентина Ширина, да, я несколько посмотрела эфиров, сегодня не оторваться. Спасибо вам большое. А я, в принципе, очень стараюсь, чтобы вам было интересно, конечно, и не люблю снимать так, чтобы просто авось. Много думаю, чтобы показать и что снять. И, если честно, боюсь, вам надоесть. У вас прекрасные руки, дай Аллах им здоровья. Спасибо. Просто как-то я никогда и не задумывалась о красоте рук, если честно, и о красоте, когда занималась всем этим хозяйством, чтобы поднять своих детей. Спасибо. Так, руки у вас материнские, натруженные. Не таких рук нужно стесняться, поверьте. Так, Татьяна Ануфриева, как мама. Маме лучше. Маме гораздо лучше. Спасибо большое. Так, нам все очень нравится, Ирина Шевелева. Все интересно. Спасибо. Я надеюсь. Если бы знали, как мне с вами, интересно, если честно. Так, какие каналы смотрите? Вы имеете в виду каналы в Ютубе? Мешать, Ибрашка. Аджику мешать. Так, у вас интересный канал, много интересного. Можно извлечь свою копилку. Если я вам сейчас отвечу откровенно, я врать не умею. Если я начну врать, то по-любому вы это узнаете. Я как таковых каналов не смотрела, если честно. Привет, Латвия из России. Так, это Стефания пишет. Не надо никаких перчаток, красивые натруженные руки. Нет, если честно, в кадре они смотрятся очень страшно, особенно когда если показывать их вблизи. Это я сегодня поняла, но уже переделать было поздно. Что я хотела? Опять. Ну, память. Память девичья, друзья. О чем я говорила? Нет, мне не кажется. О каналах. Я не смотрю просто так каналы, если честно. Единственное, что обычно, как я смотрю каналы, я делаю запрос, если что-то мне нужно. Лила, только не пропадайте с эфирами, просто не надо останавливаться, и все будет хорошо, дойдем до миллиона. Спасибо огромное. Но сегодня действительно вы мне планку поставили, надеюсь, дойдем. Я вам скажу, что я делала с этими каналами. Так, вот Алиева. Татьяна, мы гордимся вашими руками, не надо стесняться, они творят добро. Спасибо огромное, Татьяна. Обычно как? Вот мне нужно что-то, например, приготовить, есть какой-то продукт, хочу что-то приготовить, то, что не готовила. Я раз забиваю, смотрю. Изира, легко и просто, Левушка. Спасибо, Изира. Да, это бой, пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо, Изирочка. Это тоже девочка с нашей группы. Изира легко и просто. Тоже заходите на ее канал, друзья. Там она очень вкусно, красиво готовит. Так, Иркис Ницефран, теперь, Лела, теперь тебя постоянно зрители смотрят, так что даже не думай останавливаться. Спасибо, Ирина.
в действительности было время, что я хочу остановиться. Советую канал «Женщина претензий». Лена, подпишитесь на нее. Это русская... Так, ну, о ней мне говорить не надо. Я только не досказала, теперь вам доскажу. И обычно делала запросы, смотрела там по готовке, смотрела там, например, по птице, что мне нужно. Ну, вот так вот. И каким-то образом у меня в действительности выскочила женщина с претензией в ленте. И я заинтересовалась и стала ее смотреть. Я к этому все и вела. Я точно не помню, или женщина с претензией первая, или киса. Вот. Ну, практически они обе одинаково у меня начали выходить, потому что если посмотришь одну, то вторая рекомендуемая по-любому. И меня что-то вот заинтересовало, зацепило. Сначала, скажу честно, сначала не понравилось. Ну, а потом все-таки стала смотреть, что-то понравилось. Так, Ирина Ницца, привет. Я на вас подписана от Лоры. Спасибо. Ирина Шевелева, моя любимая женщина с претензией, да. И потом, знаете, как-то вот втянулась, и уже каждый день смотрела. Сначала Хадижу, потом Кису. Да, Киса замужем за чеченцем. Всю их историю я уже знаю, уже просматриваю. И, в принципе, мы очень хорошие друзья. Я Хадиже, женщине с претензией, особенно очень благодарна, потому что первую рекламу сделала мне Хадижа. Первые мои такие подписчики, кроме своих родных, пришли от Хадижи. Я им всем благодарна я всем. Друзья, никто не обижайтесь, конечно. Потом у меня пришли подписчики и от Кисы. Тоже был у нас конкурс, и от нее. Это уже были вторые подписчики. Так, теперь вы тоже. Ирки из Франции. Да, Валюша, вы всегда мне пишете очень добрые комментарии. Спасибо вам. Я пришла от Хадижи и от Кисы. Да, я же говорю, у меня первые подписчики, и очень много, причем пришли именно от Хадижи и от Кисы. Остальные, в принципе, уже вот только, это уже новенькие, которые, а так все от Хадижи и Кисы, и очень благодарные, и очень хорошие подписчики. Я благодарна, что Кисе, что Хадиже, и дай им Аллах процветания. И в любой момент можно у Хадижи спросить, в любой момент она, ну, я к Кисе просто не обращалась, если честно, конечно, их несколько раз обратилась и Киса мне ответила, просто я чаще по ходу из-за того, что мы в первом конкурсе были с Хадижей, чаще обращаюсь к Хадиже. В любой момент, любой совет она может вам дать, ответить. Не вам, но я знаю, мне, по крайней мере. Очень добродушная женщина. Диана Таят, Хадижа. Спасибо. Ну, вот так вот, друзья. Сабрина, салам всем. Салам вам тоже. И вот тоже, если по большому счету, это единственные два канала, которых я смотрю просто так, чтобы посмотреть. А в остальное я уже вот забиваю, что мне надо. Там или по хозяйству, по птице, по огороду, почему-то. И только так смотрю. Сейчас тем более у меня нет времени смотреть какие-то каналы. Я даже телевизор не смотрю, если честно, уже больше полугода. Хадижа уже спец по всем вопросам жизни. Ну, в принципе, да. Ну, больше всего я у Хадижи обращаюсь насчет Ютуба, если честно. Так что поддержка людей, которые знают больше тебя, это всегда хорошо. Так, Оксана Леонидовна, здравствуйте, вы очень душевный человек, любим смотреть ваши видео, когда время позволяет. Огромный привет из Карелии. Спасибо большое, Оксана. Иркис, Франция, меня точно успеваешь смотреть, еще комменты всегда пишешь. Спасибо тебе. Но вы вне конкуренции. Я нашу группу, по идее, считаю, что мы одна семья, и мы обязаны друг другу смотреть, во-первых. Во-вторых, Ирина, в действительности мне нравится твои, ну, мне нравится Франция, короче говоря, я шучу, я поняла это.
Светлана Михайловна, мне тоже Хадижа очень нравится. Всегда смотрю ее, как вас комменты пишу, не всегда. Но я тоже не всегда всем пишу комментарии, если честно. Даже и той же и Хадиже, и Кисе могу не написать комментарий. Если бы можно было в голосовое сообщение отправить, я бы его отправляла. Но когда я это сказала, Хадижа говорит, ты что, столько голосовых сообщений прослушать, это было бы нереально. Так, Хадижа Алиева, ассаламу алейкум, Лила, мне очень нравится киса, женщина с претензией, то есть Хадижа, Лила, а дочка замужем рядом живет? Так, валейкум ассалам, дочка замужем, вообще-то она замужем в этом селе, причем практически на одной улице получается, но она живет в Назране отдельно в квартире. Я живу в Назране на 105-м массиве, будешь на рынке, заезжай, буду рада, посидим за чаем. Так, видите, вот в 105-м массиве и живет моя дочка. Хорошо, заеду. Как будет время. Вы тоже приезжайте к нам. Может быть, где-нибудь встретимся воочию. Если не к вам, то где-нибудь в кафешке посидим, встретимся. Так. Старшая дочь у меня замужем, получается, в Осетии живет, в Чермене. Вот так вот, друзья. И, Брашка, если ты в эфире, пожалуйста, выключи эту аджику. Вот что-то на рачке мне. Так. Все перестали писать. Сколько я уже в эфире? Час 17 даже. Хорошо, да. Да, старых подписчиков надо тоже ценить, уважать, а нас, новеньких, так завлечь хотя бы. И так завлекли. Нет, нет, вы что, мне в принципе, что старые, что новые, вы одинаковые все. Я живу в 23-м доме, зовут Лема. Спасибо. Ну, я это спрошу. Ну, в принципе, от того, что спросила, конечно, вас же там много живут. Как-нибудь. Ее зовут Мадина. Я не знаю, в каком она доме живет, если честно. Я у нее бывала раз-два, но я не знаю. А младшая дочь работает? Да, работает. Друзья, действительно, не обижайтесь, что новые подписчики, что старые подписчики, вы мне как родные все. Я вас всех люблю и уважаю. Так, моя дочь работает в школе учительницей. Так, у вас столько забот, как вы отдыхаете? Есть ли личное время, которое тратите только на себя? Полностью выключить, да, Ибрашка? Так, Людмила Конопадская, коллега, какая же вы труженица, берегите себя. Для себя, конечно, у меня есть время. В принципе, я же уже настолько взрослый человек, что могу все оставить, сесть и отдохнуть. Так что уют в доме Эмили. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер. Так, это тоже из нашей банды, как говорится. Тоже заходите на ее канал, мне тоже очень интересно. Будем сегодня целый день друг друга рекламировать. Как я отдыхаю? Сейчас я отдыхаю в Ютубе, если честно. Ничего, спасибо, уют в доме. Спасибо, что не активно. Обычно я тоже включаю эфир, так несколько сообщений напишу, и эфир идет. Тоже все заняты, конечно, я понимаю. Так, а с кем Аишка остается? Садик же ей нельзя пока. Аишка, а сейчас ее мама тоже заболела, они обе дома. Видимо, они друг друга перезаразили. Так, будете показывать других детей, в смысле других детей, своих детей? Ну, внук тоже не хочется показывать. По идее, и дети не хотят показываться. Но на свадьбе дочки мои видны. Ну, вот видите, нет-нет, в кадр и Брашка попадает. Ну, вот так вот они, наверное, будут специально, чтобы попасть в эфир, не хотят, а так, по ходу, будут попадать, наверное, посмотрим. Скоро собирается приехать мой второй сын. Если он согласится, покажу, но я не знаю, согласится или нет. Так, Аманта, с днем рождения, Софишка Мудаева.
Добрый вечер. Я тоже пришла от Хадижи. Смотрю все ваши видео и очень нравится. Спасибо огромное. Хадижа Алиева. Лейла, как? Лейла, вы так от души готовите. Я с удовольствием смотрю ваш канал. Иншаллах, вы наберете подписок. Спасибо, вы умничка, Лейла. Если честно, я просто люблю готовить, действительно. Я всю жизнь люблю готовить. И люблю, чтобы моя готовка нравилась. И люблю, чтобы, ну вот, не знаю, заморочка такая моя. В действительности, чтобы она нравилась. Так, который час у нас? Почему-то у меня нигде не высвечиваются часы. Иврашка, который час у нас? Я уже час и 20 минут в эфире. Так, если я час и 20 минут в эфире, значит где-то около 10 должно быть. Маша, вам не так жалко его вчера, да. Так, 21-25 у нас. Я с удовольствием вас смотрю. Зиза, спасибо. Мадина мне 20. Так, Эмили, уверена, и на свадьбах готовить просят вас огромными казанами. Так, у нас сейчас в Москве 20. Ну да, у нас московское тоже время. Ну, на свадьбах, в принципе, уже готовит моя дочь. Меня сейчас не просит ничего готовить, потому что это все переняла старшая, и практически все готовит она. Ну, я уже получаюсь на подхвате. Иногда, когда я звоню и спрашиваю свою дочку, ну, что в это блюдо то или то блюдо добавить, она говорит: мама, я же у тебя научилась, что ты у меня спрашиваешь. Но я все равно уже все-таки забываю. Особенно если долго что-то не делала, то забываю. А с моими уже, вот, знаете, с этими, я же занималась сельским хозяйством, сажала много чего, и так уже такие вот блюда не готовила. Почему ваши мальчики не женятся? Что, из-за Колыма? Так, значит, вы не из тех, которые отдаст полностью кухню невестке. Латвии уже 21-25. Если честно, я бы вообще кухню не отдавала невестке. Единственное, что расскажи про наше кафе. Кафе Лиля, да? Да, уж кафе неудачное получилось у нас кафе. Я бы готовила сама, лишь бы она там убирала посуду, обслуживала, если кто-то придет или что. Готовить я могу с удовольствием. Но если моей снохе захочется готовить самой, то, пожалуйста, я отойду на второй план. Так, утка была супер, только мечтать и слюнки текут. А утка действительно удалась, хотя я в эту утку забыла положить яблоки. Но перед этим я показывала, ну, я снимала, как я и готовила и ту утку, но по каким-то причинам все-таки не смогла ее вам показать. Та была еще намного вкуснее, потому что сок яблока все-таки делал свое дело. Ибрагим Медиев, я в своем роде тоже хороший повар. Да, особенно пачкать все. А почему неудачное кафе? Сейчас расскажу и про кафе. Так, почему ваши мальчики не женятся из-за Колыма? Ну, в принципе, уже получается из-за Колыма, потому что, ну, я так мельком говорила, может, кто-то и знает, кто-то не знает. Али Арсханова, у тебя все получается, все прекрасно, спасибо, Али. Просто, ну, я поэтому говорила, не всегда можно доверять детям. У нас просто произошла такая неприятность 3 года тому назад. Один из моих детей, ну, в принципе, один, ну, не знаю, ну, пусть будет не один, пусть будет один. Ну, не буду озвучивать, кто. Так. И шторку спалить на кухне тоже, да, это у него получается. Возможно, я не права, но считаю, на кухне должна быть одна хозяйка. А как вы считаете? Ну, может быть. Вы знаете, я как-то не категорична. Если моя сноха заявит, что она хочет сама готовить и кухня ее, то пожалуйста. Если она захочет, чтобы я готовила остальное ее, то пожалуйста. Я пойду на любые уступки, мне все равно. Так, лучше еще как.
Так что просто когда я вышла замуж, например, моя свекровь полностью кухню отдала мне. Так, и флаги ей в руки Германии дали. Да, и флаги ей в руки, пожалуйста. Мне сейчас тем более есть чем заняться. Пожалуйста, если что она хочет, то и пускай. Готовить, готовить, стирать, стирать, это ее дело. Я на твоей стороне. Да уж. Так, моя свекровь тоже кухню мне не отдала. Сказала, твое дело следить за уборкой. Ну, я не знаю. Не думаю, что сейчас ты кухню отдашь невестке. Да, в принципе, не знаю, если честно. Отдашь кухню неправильно, не отдашь кухню опять неправильно. Уже не знаешь, а, что правильно. Ты вся нам останешься, да. Я останусь вся вам. Буду готовить чисто для Ютуба. Они пусть сами себе готовят. Вообще, знаете, я бы была очень благодарна, если бы они женились, и каждый бы жил со своей семьей. Пока я хотя бы в таком здоровье, как сейчас, по идее, мне так, чтобы со мной жил никто и не нужен. Лишь бы я знала, что у них все хорошо, по крайней мере, ну, пусть живут рядом, но пусть живут себе. Так что я согласна. Вот именно, Ира. Да, отдай кухне, все остальное снохи, а сама только ролик снимай, отдыхай. Мадина Плиева, вы не рассказали свою историю. Так, Плиева, Мадина. Между прочим, у меня мама Плиева. Ты права, женился бы и женились бы и жили для себя, да. Я была бы очень рада, если бы они каждый, все трое бы женились и отделились бы и жили бы сами себе, а ко мне бы приходили в гости. Я бы им благодарна была. Ну, а если так случится, что я уже сама не буду справляться, то, пожалуйста, тогда уже пускай смотрят за мной. Так, это лучшее, что может желать тебе, хватит твоей мамы и Ибрагима. Да. Я знаю, что просто сейчас девочки не хотят жить с родителями мужей. Но если они могут сами жить отдельно, пожалуйста, я согласна. Пусть хоть на второй день отделяются и живут сами себе. Так, ну я не рассказала то, что, ну, короче, мы оказались в один момент должны крупную сумму денег. Когда-то это все равно должно было бы озвучиться. Это был гром среди ясного неба. Так, у меня самая лучшая в мире сноха, потому что они отдельно живут. Мне бы только поближе жили бы отдельно. Да, да, да. Мне кажется, в действительности, они должны жить отдельно, но рядом. В любой момент, чтобы можно было и их подхватить, если им что-то нужно, и они бы тебя подхватили. А вот тогда это будет, по-моему, нормальная жизнь. Случайно видел вас и посмотрел несколько роликов. Я вижу, вы продвинутый юзер. Вас вообще понимают, ну, ваши хобби. Так, их Кавказ. Ну, если тебе это нужно, извини, что это с тобой на ты, Мадина, почему свекровь помогает. Конечно, и я готова помогать. Свекровь нужна даже. Нужна, но не всем. Не всем. Я ничего не скажу. Но чтобы не надоедать, я действительно согласна жить одна. Должен остаться кто-то из детей младший, да. Ну, не обязательно младший, сейчас это у нас все пересмотрено. Может оставаться старший, может оставаться младший. Я могу оставаться с кем хочу, например, если... Ну, а так, по-любому. В принципе, даже когда был жив мой муж, я говорила, что со мной не будет никто жить. Так, Лила, я не поняла, почему мама не с сыном живет. Так, вы имеете в виду, наверное, мою маму? Ну, там тоже кое-какие обстоятельства. Но на данный момент просто там за мамой некому ухаживать.
И она живет со мной. Тут Саудутер Хаджил Ибрагим Индия. Ну, Ибрагим Индия. Посмотрите, что она говорит. Слушай, как только сяду в эфир, одна только муха бывает в комнате, и то на мне. Так, если у каждой матери хорошая дочка, откуда берутся плохие снохи? Вот именно не говорите. Я не знаю, откуда они берутся. Короче, все зависит от невестки. Ну, может быть, и от невестки, может быть, и от свекрови. Я тоже живу с родителями мужа, и ничего, очень даже хорошо живем. Когда их нет дома, дом пустой. Дихлофос, помощь, мам. Ну, ты хочешь, наверное, меня, чтобы я вырубилась дихлофосом. Я тоже так говорю, что со мной не будет жить ни один сын. У меня их 5, машалла. Я считаю, родители не должны жить одни. Многое зависит от воспитания девушки, дай Аллах всем силы и терпения. Но я поэтому говорю, пускай живут рядом, чтобы в любой момент они были рядом. А так пусть живут себе. Потому что в действительности это раньше было нужно обязательно, чтобы жил с тобой кто-то. Сейчас у нас все пересмотрено. Конечно, нужно, конечно, если сноха будет согласна, если она будет любить меня в действительности, если я буду знать, что действительно она хочет, чтобы со мной жена жила, конечно, я хочу жить, я не хочу жить одна. Даже в то время, когда вот у меня все 3 мальчиков уехали, я была одна, я каждую ночь ревела, мне было плохо. Я, по идее-то, не хочу жить одна. Но я, если честно, я просто, хотя и 2 месяца только был женат мой сын, я многое чего поняла, но я не хочу быть и лишней. Я не хочу быть лишней ни в жизни снохи, ни в жизни сына. Так. У меня был единственный сын, как мечта для любой матери, но я бы не хотела, чтобы они жили со мной. У меня нет дочки, 2 сына. Так хочется хорошую девочку своему сыну. Ну, конечно, и мне бы очень хотелось. Спасибо моей свекрови, что она терпит меня 7 лет. Да, Лейла, спасибо за общение, эфир. Побегу мужчин своих кормить. Всем спасибо. Спасибо, Ирина, за поддержку огромное. Я уже сижу слишком много, просто не хочет расставаться. В принципе, да, должна быть и свекровь умной, и невестка умной, и ей нужно терпение, и ей нужно терпение. Ну, как обычно говорят, как карта сложится, наверное, как сложится уже, не знаю. Иногда свекровь не терпит, иногда сноха не терпит. Жизнь сложная штука все-таки. Но чувствовать себя ненужной, это очень страшно. Вы историю не рассказали, да? Дай Аллах, чтобы в ваш дом вошла самая достойная девушка. Спасибо. Достойная, я не знаю, лишь бы вошла в мой дом сноха, знаете, о какой я мечтаю в снохе. Мне не обязательно, что там она что-то готовит, что она убирает, что она стирает, что плохо, хорошо. Лишь бы она, как вам сказать, вошла в мою семью. Она слилась с моей семьей, а остальное все, быт, это все можно сделать, все можно скорректировать, всему можно научиться, все можно вытерпеть. Просто нужно, чтобы человек, который вошел в твою семью, он был уже твоей семьей, а не отдельным человеком. Так, аминь, Аллах. Какую историю я что-то пропустил? Ну, историю, которую 3 года тому назад мы попали. Ну, короче, мы оказались в один день должны почти 2 миллиона денег. Сколько у меня детей? 5. Это было гром среди ясного неба, конечно, таких денег у нас не было. Оказались должны не одному человеку, а 40. Просто один из моих детей работал в магазине, и это деньги оказались деньги поставщика. Не знаю, подставили, не подставили, я не могу сказать точно, потому что говорит, что подставили во многом. Многое знаю. Так, Ибрашка, прочитай на английском, я не смогу прочитать. Так, ассалам алейкум прочитала все-таки. Из Ташкента, по-моему, да? Валейкум ассалам. Прочитала.
Диарам. Ишахадия, что ли? Короче, и вот эти 3 года мы выплачиваем эти деньги, если коротко сказать. Уже 4-й год. Исмаил Яндеев, ага, сын мой старший присоединился к нам. И поэтому нам сейчас сложно и жениться, и что-то делать, и делать какие-то покупки. Украли в магазине деньги? Нет, не украли. Ну, считайте, как сказать, растрату сделали. Я из Ташкента, Стефания Двора. Привет, мои родине. Ага. Так. И теперь мы, ну, сейчас осталось не так много. Самара стоит. Но все равно много для нас. Я пенсию получаю. 50 лет. Роза Хайк, Седик Хайгалила, Шунахаил Седик, добрый вечер, поздоровался со мной. Ужас, какая большая сумма, дай Аллах вам терпение, спасибо. Да, это был ужас, если честно. Труднее, сложнее моментов в моей жизни, ну, если не считать потерю мужа, еще не было. Привет, Лила, твоя племянница Танзила. Так, Танзила, наверное, племянница мужа Танзила. Так, возраст моих детей. Старшей моей дочери 33 года, второму сыну 31, третьему, получается, 27, по-моему, скоро 28, 3 года разницы между ними. Дочке 26 и младшему 18. Теперь хотим полностью сначала рассчитаться с долгами, только потом женить. Хотя старшего сына, хоть у нас и был долг, мы женили, потому что считали нужным женить его. А теперь он уже категорически против, пока не рассчитается с долгами, не хочет жениться, потому что растраты большие. И вот так вот. Этот долг нас откинул надолго, надолго далеко. Мы из этого долга ничего не можем делать, если честно. Мне младшая дочь сказала, когда вот произошло это: мама, ты на глазах постарела лет на 10. Ты из здоровой, энергичной женщины превратилась в старушку. Это было так. Да, он был женат. Вадина Плиева, сын был женат. Аллах дал молодой Диаресху, спасибо большое. Алива Диаресху, спасибо. Так что, друзья, если честно, хуже долго ничего нет. Терпение вам, Мадина Плиева, да. И очень много всего, много чего тормозится, много чего ты не можешь сделать. Аллах велик, все будет хорошо. Сейчас я это понимаю, я отошла от этого, друзья. Но первое время это было страшно. Я не хотела никуда ходить, я не хотела ничего делать, не хотела ни с кем общаться. Тем более ходить куда-то на свадьбы, где люди собираются, я не могла. Добрый вечер из Екатеринбурга. Вам тоже добрый вечер. Как раз в Екатеринбурге в прошлом году работал мой сын. Есть, поверь мне, Лео, так что есть. София Ротара, я не знала, что эфир, и наша Лео. Все наладится с Божьей помощью. Все наладится. Да, конечно. Ну, уже практически налаживается, если смотреть с тем, что у нас было, конечно, все хорошо уже. Теперь я понимаю, что это испытание, что Аллах испытывает меня. Но первое время это было страшно. Первое время казалось, почему так, почему со мной. Во-первых, потом казалось, почему мои дети все-таки, почему сделал это мой ребенок. В тот момент казалось, лучше бы этот ребенок умер, чем мне это сделал. Пусть хотя бы один едет в Европу. Аминь. Здесь есть работа.
Мы тоже будем делать дуа. Спасибо огромное. Не знаю, в Европу. Я, если честно, никуда поехать себя не отпускала. Вы очень богатая, счастливая мамочка. У вас 5 детей. Кто-то об этом только мечтает. Но, к сожалению, в этом мире всем правят деньги. Да, дай Бог вам найти выход из трудной ситуации. Спасибо большое. Да, и в Европу я бы не смогла их отпустить без себя. Тем более я сейчас переживаю, что у меня дети не со мной. Так. Вы мудрая женщина, во всем получится, все справитесь. Спасибо. Ну, мне в той ситуации тоже очень много людей помогли, если честно, в тот момент, когда это произошло. Помогли деньгами, помогли много чем. Не вспоминай прошлое, не загадывай будущее, живи и цени настоящее, да. Так, Роза Хайк, желаю здоровья вам и вашим близким. Если будет здоровье, то все наладится, иншаллах, да. Долг со временем отдадут твои сыны, алхамдулилlah. Главное, что они у тебя есть, и они живые, да. Да, мальчики мне действительно все помогают, отдают, и деньги отдают. Просто сложилась такая ситуация, что мы не смогли сразу с этим справиться. Но когда ты человеку должен, одному человеку еще как-то ничего, когда ты должен многим людям, и каждый хочет, чтобы именно его долг был отдан, это трудновато. Не дай Бог в такой ситуации кому-то оказаться. Я врагу не пожелаю. Так, дети, когда взрослеют, расходятся по сторонам. Да, да, спасибо вам, Лена, за эфире, всем, кто в чате за общение. Вам тоже спасибо. Так, Марина, как трудно оттуда вернуться из Европы. Да, верно. Не то, что из Европы, если честно, даже вот ты уехал куда-то в Москву или еще куда-то, очень трудно вернуться. Вот мой брат живет давно уже в Москве, и как-то у них не получается вернуться. Это все засасывает. А все-таки лучше жить на своей родине. Мне так казалось, если честно. Но сейчас, когда вот наступает какой-то вот такой период, мне хочется тоже уехать. Не знаю почему. Они будут рады только вас. Они-то будут рады вернуться, но уже возвращаться просто не получается. Пожить где-то вдалеке, там, не скопить какой-то капитал, тоже неохота возвращаться, наверное, мне так кажется, по крайней мере. Так что вот так вот. У меня 4 детей, мать живут ради детей, иншаллах, все будет хорошо. Вот именно. Нам с мужем только по 22 года. Ну, вы молодые, у вас все в жизни впереди. Да, затягивает. Долго. Ну, по сравнению, что было немного, но если вы хотите озвучить, чтобы я озвучила цифру, 400 тысяч осталось. Когда 5 лет, один раз, 2 или год лучше рядом с мамой и папой. Нет, в принципе, с папой и мамой, по крайней мере, рядом всегда хорошо, если честно. Потому что если с папой и мамой что-то случится, вы же не сможете приехать. По-любому. Вы не можете быть рядом, когда им плохо. Ладно, когда им хорошо, ничего страшного. А когда плохо твоим родителям, и ты не можешь им помочь, и ты не можешь к ним приехать, это все-таки тяжело. Мне так кажется. Итак, ждем ваших видео. Вы заряжаете своей энергией. Спасибо. Сейчас не проблема? Нет, почему не проблема? Проблема. Вечером уже дома. Все равно вечером дома. Но если ты все равно проблема, что бы вы ни говорили. Был карантин. Была проблема приехать. Так что доброй ночи, дорогая, здоровья вам. Ну, вам тоже. Тогда будем сейчас прощаться. Действительно, я уже почти 2 часа в эфире. Постоянно затягиваю эфир. Мне с вами интересно. Просто новые подсоединяются. Спасибо вам всем огромное. И новым, и старым моим подписчикам. И я надеюсь, вы все уже будете моими старыми подписчиками в хорошем этом слове. В смысле, вернее. Марина Плеева, да, я тот Лела, я бы себе не простила, если с ними что-то случится, меня не будет дома, вот именно. Когда заболела моя мама, практически не смог приехать мой старший брат. Не получалось у него приехать. Это было трудно. Хотя они живут только в Москве, но по каким-то причинам он не смог приехать. А если бы он был здесь, в республике, то он был бы рядом с мамой.
Так что все-таки, конечно, лучше, чтобы они были рядом. Нам тоже очень с вами интересно. Я надеюсь, друзья. Так, Светлана Михайловна, здоровья, терпения вам, Лео. Спасибо за добрые слова в адрес подписчиков. Спасибо вам. В действительности я от души, действительно отдыхаю. Вы мне вот пишете в комментариях, и раньше писали, вы все время работаете, когда вы отдыхаете. Сейчас действительно читаю ваши комментарии, и я не льщу вам ни из-за чего-то, просто чисто, что я чувствую, я вам говорю. Читая ваши комментарии, я отдыхаю. В действительности отдыхаю, мне интересно. И даже удерживаю себя хотя бы часа два не посмотреть, не прочитать, но все равно вот еле-еле себя удерживаю, мне очень интересно, хочется прочитать комментарии, хочется посмотреть, что пишет, посмотреть, интересно ли видео, которое я выпустила. И в действительности мне очень-очень с вами интересно, так что разговаривая с вами, общаясь с вами, читая ваши комментарии, делая, выпуская вам ролики, я действительно отдыхаю. Иншаллах, будем вместе. Мне тоже 52 года, Германия. Так, я тоже надеюсь, что вы будете со мной. Светлана Михайловна, здоровья, терпения вам. Спасибо за добрые слова. Так, это я уже прочитала. Огромное вам спасибо за эфир. Спасибо вам всем, друзья, что вы были со мной. Всем доброй ночи. Мусульмане, делайте дуа друг за друга. Помнишь, как у Соломона, и это пройдет тоже. Да, все проходит, действительно. Только в момент, когда это наступает, кажется, что это никогда не пройдет. Все проходит, все. Просто надо надеяться. Но лучше это поняла, поздновато, конечно, но сейчас поняла. Я многое не ценила. Оказывается, можно ценить каждый момент твоей жизни. Каждый момент жизни нужно ценить. Просто это узнаешь только со временем, когда молодой этого не знаешь. Спасибо вам. Я как будто мама бываю, когда просматриваю ваши ролики. Спасибо, Зиза. Людмила Конопатская. Мне тоже 52 года, и мой маленький сейчас в армии. Чтобы он вернулся в здравии, был здоров. Всех благ вам в действительности, чтобы вы встретились, и чтобы он больше никогда не уходил от вас. Людмила Конопатская. Так. Сабр, иншаллах, все будет хорошо. Да. Ауша Исмаил. Все потихонечку налаживается, действительно все налаживается. Действительно нужно терпение. И вообще даже говорится, если у тебя постоянно какие-то испытания, значит, Аллах о тебе не забывает, значит, это испытание, потому что Он тебя любит. Я это сейчас понимаю, раньше не понимала, раньше мне всегда казалось, почему со мной, почему у меня, хоть и знала, что это неправильно, но теперь у меня этих мыслей нет. Если что-то у меня случилось, значит, так и должно было быть, значит, я это выдержу по-любому и должна это выдержать. Аллах никогда не даст того, что ты не выдержишь. Так что с этой мыслью бывает легче. Да, за тучами голубое небо. Мне 32 года, но мне безумно с вами сегодня было интересно, уютно и тепло, как с мамочкой на кухне за чашкой чая пообщалась. Спасибо огромное, Стефания. Я надеюсь, что с вами, вам, со мной и дальше будет интересно. А мне с вами тоже интересно, очень даже. Так, ну, будем прощаться, друзья. Спокойной вам ночи. Всем счастья, любви, понимания, здоровья. Самое главное – здоровье. И в действительности звоните своим родителям, общайтесь с своими родителями, у кого они есть. Потому что действительно, когда дети с тобой общаются, это что-то. По-любому, когда дети на расстоянии, тем более. И проверяйте своих детей. Я это узнала, что это нужно все-таки. Полностью доверять не стоит. Нужно проверять. Нужно все-таки проверять. В этом я убедилась. Бестиалхел Харивада, Бестиалхел Шина. Бестиалхел. Спокойной ночи всем. Так, совершенно согласна с тобой и не ценила много своей жизни, но вот уже 5 лет живу в ожидании, оценить надо все, что есть. И брашку обнимаю каждый день. Спасибо. Берегите себя, Стефания. Спасибо, вы тоже берегите себя. Бестиахел Шарлева, так, Бестиахел. Спокойной ночи, Сабрина
Мои дети уснули, и вам спокойной ночи, вам тоже спокойной ночи. Бестиал Хелшин, Владимир Мерт, Бестиал Хел. Оказывается, много подписчиков ингушей, я просто не знала. Если честно, я даже думала, что у меня практически нет подписчиков ингушей. Так, Роза Хайклаева, не бросайте канал, даже если видите что-то негативное, мы будем вас поддерживать. Спасибо огромное. Пока, конечно, не позитивного, плохого у меня не было. Так были такие небольшие 2-3 комментария. Но, в принципе, не то, чтобы нельзя было перетерпеть. Просто у меня было неудачное видео, по крайней мере, ну, в какой-то мере была я сама виновата. Но что произошло, то произошло. И страничка в Инстаграме за 0,6, по-моему, или Танзила 0,6. Штица, точно, Ибрашка, помнишь? Как называется страничка Танзила? Так, Светлана Михайловна, спокойной ночи, Лила и Ибрашка. Спокойной ночи вам тоже. Бестиал Хейшел, Роза Хейк, Бестиал Хейл. Так, Исмаил и Индия, Бестиал Хейл. Ты сын мой. Помнишь? Что? Танзилину страничку в Инстаграме. По-моему, заказан надо 0,6. Маштерство называют Танзила 0,6. Я точно не помню. Так, Сабрина Багаева, я не ингушка. Ничего страшного, что не ингушка. Зрема Майва, спокойной ночи. Я сказала много ингушек, потому что пишут на ингушском языке спокойной ночи, поэтому я понимаю, что они ингушки. А так я рада каждому. Я не разделяю там ингуши, кто, что. Люди все люди мне интересны. Я вас всех действительно люблю и обожаю. Просто из-за того, что вот выскочили на ингушском языке пожелания спокойной ночи, я только потом поняла, что вот много подписчиков ингушей. Я это имела в виду. Зарема Мамаева, спокойной ночи. Так, ну все, Ибрашка, давай тоже будем закрываться. Уже 52 минуты. Час 52 минуты. Не хочется расставаться. Я чеченка, но ты мне очень близка. Спасибо. Нет, девочки, я не в том смысле, что вот чеченка, ингушка. Я знаю, что у меня много чеченок, конечно, у меня очень много чеченцев подписчиков. Я не разделяю на нации, просто из-за того, что вот некоторые фамилии я не знала, что они ингуши, они просто написали мне на ингушском языке. Так, Исмаил Ильев, заказы на свадьбу 06. Ага, вот, брат лучше знает, чем я. Заказы на свадьбу 06. Исмаил Ильев написал. В Инстаграме страничка моей дочери. Просто, если честно, я просто не думала, что меня практически смотрят ингуши. Я поэтому сказала. У меня есть точные девочки, которые я знаю, что это они, а так нет. Ибрагим, иди, вам всем спокойной ночи. Ибрагим, иди спать, да? Спокойной ночи, девочки. Мальчики, девочки, всем спокойной ночи. Я вам всем благодарна сегодня. Хотя каждый раз у меня бывает интересный с вами эфир. Я грузина, Украина, русская девушка, и для меня все люди братья. Для меня тоже, если честно. Мне никогда не разграничивала, не была националисткой. Мы вас очень любим, я вас тоже. Я знаю, что ты не это не делаешь, ты слишком необыкновенная. Спасибо. Я в принципе совсем обыкновенная. Так, Еврашка тут мне показывает, прощаться мне надо. Да, Еврашка? Ну все, друзья, спокойной ночи вам. Спасибо огромное. Если я что-то сказала не так, вы меня извините. Подожди. Просто псевдоним, это Сабрина Магаева. Ну да. Ну, я так и поняла, что пишетесь под другими этими никами. И поэтому, да, ничего страшного. В принципе, это не принципиально, кто по нации мой подписчик. Лишь бы вы были у меня подписчиками, лишь бы вам было со мной интересно, и лишь бы в действительности вы у меня были. А какой нации, в принципе, какой религии, что это дело каждого.
Да, и чеченцы, и ингуши – это одна большая семья, и это точно. И поэтому мы в действительности, я вам интересна, по-моему, поэтому. Моя мама Сплиева, да. Так, Ибрашка, успокойся, тут один упал, потому что я прощалась и теперь не заканчивает эфир. Моя мама Сплиева, у нее там живут двоюродный брат и двоюродная сестра Ваха, Хавай Ахашбуш. Извините, что я на ингушском. Так, Лина, всем доброй ночи. Стефан, есть только одна нация, человек, вот именно. Так, Аня, Аллах, Диарес Хохан. Так, Масарин Халдария, спасибо большое всем. Лейла, спокойной ночи, Хадижа Алиева, спокойной ночи. Все, закрывай, все, спокойной ночи, друзья. Увидимся еще раз в прямом эфире.